Это Якутия-24 и главные события к началу дня. В студии Василий Радченко. Смотрите в программе. Выявить все недочеты новостройки еще на стадии проектирования. Якутские предприниматели активно используют программу по 3D-моделированию строительства объектов. Квота есть, а желающих не так много. Работодатели Алданского района предусмотрели 150 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, но занята лишь половина из них. Команда КВН «Борцы. Северный десант» из Сургута приехали показать свои лучшие номера якутянам. Приезд гостей стал одним из событий республиканского фестиваля настроения. Нападение на директора школы совершили в селе Барагонцы Усть-Алданского района. Руководитель Чаранского общеобразовательного учреждения сейчас находится в реанимации. В ночь на 25 мая ему нанесли ножевое ранение в живот. Сейчас состояние пострадавшего оценивают как стабильное. По словам источника, в нападении может быть причастна группа несовершеннолетних. Главному подозреваемому 19 лет. Обстоятельства происшествия уточняются. Россиянина задержали в Индонезии при попытке вывести выдр из скорпионов. Власти страны обвиняют его в контрабанде животных. Мужчина пытался вывести с острова Бали детенышей выдр из скорпионов. Подробнее расскажет Артем Шануров. Индонезийские власти сообщили об аресте россиянина на курортном острове Бали после того, как его уличили в контрабанде редких животных. Мужчина, имя которого не сообщают, пытался вывести из страны детенышей выдр и скорпионов. Нарушителя задержала служба безопасности в аэропорту. Запретный груз выявили во время рентгеновского сканирования багажа. В чемодане у россиянина оказались 10 скорпионов и 4 редкие евразийские выдры. В мире существует много видов выдр. В Индонезии у нас тоже есть несколько, и евразийская выдра один из них. Некоторые из видов не являются охраняемыми, но этот находится под угрозой исчезновения. Животные оказались в неплохом состоянии. Контрабандист положил им в ящик достаточное количество еды и молока. Тем не менее, в случае признания вины нарушителю грозит до 5 лет тюрьмы и штраф, эквивалентный $7000. Популяции евразийской выдры, млекопитающего, чей основной рацион рыба, сокращаются по всей Азии. Незаконная торговля дикими животными в Индонезии процветает, несмотря на усилия властей по борьбе с контрабандистами. В марте в том же аэропорту на Бали арестовали другого россиянина. В его чемодане нашли спящего детеныша орангутана, которого он пытался увезти с собой на родину. К другим темам. Якутские проектировщики привносят новые возможности в сферу строительства. Они предлагают использовать цифровые технологии, которые ускоряют и совершенствуют строительство объектов. В режиме виртуальной реальности можно посетить будущее здание, узнать его габариты и эксплуатационные характеристики. Все расходы на материалы также считает компьютер, вплоть до кранов и фитингов. На сегодня в бизнес-сфере трудятся 39,5 тысяч якутян. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» на территории республики до 2024 года эти показатели будут существенно увеличены. 150 рабочих мест предусмотрели на предприятиях Алданского района для людей с ограниченными возможностями здоровья. Квоты предоставили 44 организации, и на сегодня из них заняты более половины вакансий. Что говорит о том, что барьеры преодолимы, но немногие готовы к работе. А с чем это связано, расскажет наш корреспондент Татьяна Вахнина. Илья Парфенов и Алексей Терещенко – столяры, как говорят в народе, от Бога. Из обычной доски они создают шедевры. Шум станков не раздражает, мастера его просто не слышат. А с начальством и заказчиками молодые люди общаются посредством письма. Считается, что недостаток здоровья природа восполняет талантом. В отношении Алексея и Ильи это утверждение абсолютно верно. Ну, мои эти ребята, особенно Алексей Терещенко, умеют все. И работает очень хорошо, ну, то есть самое главное, что он как специалист очень хороший. В Алданском районе реализуется несколько программ по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее обширная программа предусматривает квотированные рабочие места. Квота охватывает почти 150 предприятий. Общее количество рабочих мест для данной категории составляет без малого 150. В настоящее время более половины вакансий заняты. Наибольшее количество людей с ограниченными возможностями трудоустроены в золотодобывающих предприятиях, жилищно-коммунальной сфере и в организациях здравоохранения. В этом же и
как адаптация к социальной сфере, значит, это жить в социуме, то есть общение с людьми, в конце концов, не замыкается на самом себе. Работа для человека с ограниченными возможностями здоровья означает гораздо больше, нежели просто занятость за заработную плату. Руководители предприятий отмечают, что представители этой категории очень дорожат рабочим местом, обязанности выполняют на совесть. Восполняет, видимо, свои возможности, невозможности, да, и действительно отдается работе больше, нежели бы он был обычным. В то же время сотрудники Центра занятости отмечают сравнительно невысокую активность в поиске работы людьми с ограниченными возможностями здоровья. Этот факт специалисты объясняют психологическими барьерами, кои для себя возводит сам потенциальный соискатель. Да, у некоторых есть барьеры «я инвалид» и «я не могу работать». У нас поэтому работает с этой категорией, конечно, прежде всего психолог, для того, чтобы убедить, насколько для него это важно. Помимо социальных гарантий, программы по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья предусматривают реабилитационные мероприятия. Кроме того, для данной категории исключаются вакансии, предполагающие вредные условия производства. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алтан. Стали известны итоги выступления якутян на чемпионате «Молодые профессионалы WorldSkills» на федеральном уровне. Нашим ребятам удостоилось привезти сразу 7 наград в разных компетенциях. Самой высокой среди них удостоен Александр Потапов, взявший серебро в ювелирном деле. Следом идут 3 ребят с бронзовыми медалями в компетенциях звукорежиссура, эстетическая косметология, разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений. А также медальонами за профессионализм удостоены еще 3 участников в дисциплинах сварочной технологии и геодезия. Якутия компенсирует расходы на спутниковое телевидение малообеспеченным гражданам. На эти цели республика выделит из бюджета 34,5 миллиона рублей. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев. На днях принято постановление правительства, которое регламентирует порядок получения компенсации. Такое право получат инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, малоимущие граждане, семьи с детьми, нуждающиеся в социальной поддержке. Единовременная помощь будет выплачена в размере фактически произведенных расходов на покупку, доставку и установку оборудования, но не более установленной, то есть от 9 тысяч до 10,5 тысяч рублей. Обратиться в управление социальной защиты, заполнить заявку определенной формы, предоставить документы, подтверждающие личность, возможно, это паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ. Также предоставить документы, подтверждающие непосредственно право на получение компенсации. Кроме того, необходимо предоставить документ покупки спутникового оборудования, которое было закуплено с 1 января 2019 года, и срок установлен до 1 декабря 2019 года. А я напомню, что до перехода на цифровое телерадиовещание осталось всего 8 дней. Накануне на стадионе Туймада состоялась акция «Цифровая зарядка» и запуск воздушных змеев. Для участников акции «Цифровую зарядку» провели именитые спортсмены республики. А именно бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Георгий Балакшин и мастер спорта международного класса, а также член сборной по марафону Сардана Трофимова. В конце мероприятия все участники запустили в небо 20 воздушных змеев с названиями каналов, которые вошли в цифровое вещание. Подобные акции сегодня на днях прошли также в 35 регионах страны, где переход на цифру запланирован на 3 июня. Сегодня мы провели цифровую зарядку, с 3 июня 35 регионов, практически большая половина России переходит на цифру, в том числе Республика Саха-Якутия. Теперь у фанатов спорта, у любителей спорта есть возможность смотреть тот же Матч ТВ в цифровом, хорошем качестве. Поэтому я поздравляю всех россиян, всех жителей Республики Саха-Якутия, что теперь мы имеем возможность смотреть телевидение в очень хорошем качестве, в цифровом качестве.
Также в столицу в рамках фестиваля настроения приехала сборная КВН из города Сургут «Борцы Северный десант». Ребята не раз выступали в высшей лиге КВН. Минувшим днем они провели небольшой мастер-класс и выступление, где горожане смогли оценить лучшие шутки команды. Напомню, что фестиваль настроения в республике проходит уже не первый раз. Ранее его проводили в Мирном и Айхале. Тогда основным направлением были танцы. В этом же году направление спорт, а именно поддержка и пропаганда вольной борьбы. В Якутии мы не первый раз, мы во второй раз, в прошлом году еще были, но мы не посещали Якутск. Вот Якутске мы впервые. Вот, поэтому Якутия уже для нас как родной город, родная республика, поэтому мы каждый раз с огромным удовольствием сюда приезжаем. Впечатления, я говорю, первые впечатления были в прошлом году, да, когда видели карьер первый раз, да, и прочее. В этот раз мы еще в Якутске побывали и увидели, что в Якутии есть хороший большой город. Еще одним спортивным событием стали соревнования по конному спорту на Кубок ректора ЕГСХ в столице региона. На скакунов из каких районов делали ставки зрители и кто в итоге оказался победителем, расскажет наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Трибуны ипподрома ЕГСХ, несмотря на пасмурную и дождливую погоду, заполнены. Не только жители столицы. Поболеть за своего фаворита приехали и из близлежащих районов республики. Был дождь, дорожка грязная, но лошади прошли нормально. Болел за многих, но мои некоторые проиграли, некоторые выиграли. Своих скакунов выставили Амгинский, Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Чурапчинский, Намский, Усть-Алданский и Верхневилюйский районы. Всего 7 забегов на разные дистанции. И самый долгожданный забег на Кубок ректора ЕГСХ на 2000 метров. Заявок очень много. Призовой фонд на одну дистанцию 50 тысяч. И мы сегодня видим большую активность. Традиционно наиболее азартные любители конных скачек делают ставки. Фаворитами этих соревнований называют скакунов из Мегино-Кангаласского и Намского улусов. Мы делаем ставки, это очень азартно. И это же лошади, и тут уже предсказуемые ситуации, есть непредсказуемые. То есть как сядет жокей, как поведет себя лошадь. У них очень сильный характер, и от погоды зависит, от как они начали день, и тут очень много тонкостей. В итоге в забеге на Кубок ректора ЕГСХ неожиданно первым приходит конь из Амгинского улуса «Эксквайр». Именно он становится обладателем Кубка ректора ЕГСХ. Второе место у еще одного амгинского скакуна Фарлана. Бронза досталась из Саулу из Мегино-Кангаласского улуса. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. На этом выпуск подошел к концу, но наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий, а мы будем держать вас в курсе новостей. Спасибо за внимание и хорошего вам дня.